А если и вправду он станет заменой Эмомали Рахмону, то какой? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете 10 главных обращений к Рустаму Эмомали, какие он выполнил, а какие проигнорировал. Сразу видно, каким будет президент. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Прошло 5 лет с тех пор, как 12 января Рустам Эмомали был назначен мэром Душанбе. Это немалый срок для демонстрации управленческих знаний и навыков руководителя. В большинстве стран руководители избирают на 5-летний срок, и в течение этого времени им предоставляется возможность продемонстрировать свои лидерские качества. Стоит анализировать 5-летнюю деятельность Рустама Эмомали на посту мэра Душанбе. Скорее, это беглый взгляд на некоторые обращения, адресованные молодому мэру, потому что после того, как он стал столичным градоначальником, число обращений к нему заметно увеличилось, а в последнее время даже стало модным. Вероятно, причина роста обращений кроется в двух вещах. Одна в том, что Рустам Эмомали сын президента Таджикистана, а другая в том, что в апреле 2020 года он стал спикером Маджлиси Оли Республики Таджикистан и автоматически стал человеком номер 2 в стране. После этого мэр Душанбе превратился в того человека, который, по мнению не только жителей столицы, но и всего населения Таджикистана, если вмешается, их проблема найдет свое решение. С этой целью к нему обращались десятки людей, которые ожидали справедливости и разрешения дел. Он действительно вмешался в некоторые вопросы, которые нашли свое решение, но были и обращения, на которые молодой мэр до сих пор не отреагировал. Какие же это 5 обращений, на которые Рустам Эмомали оперативно отреагировал? Обращение номер 1 – это дело Мадины. Один из вопросов, на который Рустам Эмомали оперативно отреагировал в 2021 году, было дело Мадины. Инцидент в течение нескольких дней широко освещался в соцсетях, и только после обращения представителей гражданского общества и родственников Мадины Мамаджановой к нему Рустам Эмомали 1 ноября отреагировал и взял его под личный контроль. В результате Азиза Давлатова была приговорена к 11 годам лишения свободы, а Парвиз Давлатов к 8 годам тюремного заключения. После вмешательства Рустама Эмомали лишились своих постов некоторые сотрудники правоохранительных органов, в частности заместитель прокурора столичного района Сино. Обращение номер 2. Дело Руфейды. Прошлым летом Рустам Эмомали вмешался в еще одно громкое дело, вызвавшее большой общественный резонанс. На одном из заседаний Верхней палаты парламента он поручил принять своевременные и необходимые меры для проведения неотложных следственных мероприятий и выявления причин и фактов по делу изнасилования и убийства 8-летней Руфейды Инаятовой, жительницы района Рудаки. Он также поручил как можно скорее привлечь виноватых к ответственности и строгим образом наказать их. За день до заседания гражданские активисты обратились к нему с просьбой вмешательства в этот вопрос. И дело действительно нашло свое решение. Обращение номер 3. Угроза сноса дома-музея Айни. Еще одним вопросом, который был решен после вмешательства Рустама Эмомали, стал планируемый снос дома-музея Садриддина Айни в Душанбе. В ноябре 2021 года градоначальник, рассмотрев письма ученых и высказывания представителей гражданского общества в соцсетях, распорядился не сносить дом-музей писателя и обеспечить его дальнейшую сохранность. Обращение номер 4. Строительный бум. Рустам Эмомали не только выступал против сноса отдельного дома в столице, но и в свое время отреагировал на жалобы жителей Душанбе о задержках в строительстве домов. Он рассмотрел обращение группы жителей, которые заявили, что строительная компания «Союз Сохтмон» взяла у них деньги и в течение 8 лет не предоставляет им жилье, и пообещал, что через год они получат свои дома. Увидим, как это будет. Обращение номер 5. Приставание к девушкам. В 2019 году за приставание и оскорбление девушек были введены штрафы. Это решение последовало за жалобой нескольких молодых женщин мэру Душанбе, чтобы они были защищены от непристойного поведения мужчин на улицах столицы. Для рассмотрения жалоб девушек мэрия создала рабочую группу. За поведением мужчин в Душанбе также начали следить 2700 видеозаписывающих устройств. Кроме того, в городском управлении милиции была создана специальная группа по расследованию жалоб женщин. А как вам такие, можно сказать, достижения Рустама Эмомали? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы к нему относитесь. В то же время есть некоторые вопросы и коллективные обращения, на которые Рустам Эмомали пока еще не отреагировал. Обращение номер 1. Инцидент в Хороге. Одной из последних жалоб, адресованных мэру, является обращение представителей гражданского общества ГБАЛ к председателю Маджлиси Оли Таджикистана и мэру Душанбе Рустаму Эмомали
с просьбой на очередной сессии Маджлиси Милли рассмотреть ситуацию в Бадахшане и оказать жителям региона практическую помощь. До сих пор неизвестно, что имели в виду представители гражданского общества под практической помощью. Обращение номер 2. Дело Иззата Амона. В ноябре 2021 года Ашур Биби Халова, мать Иззата Амона, защитника прав таджикских мигрантов, приговоренного к 9 годам лишения свободы, для обращения пошла на прием к Рустаму Эмомали, но была принята не им, а одним из заместителей мэра, который обещал, что передаст ее слова председателю города Душанбе. Однако по происшествии более 2 месяцев ответа на обращение матери Иззата Амона так и не последовало. Обращение номер 3. Проблема облавы. Одной из всегда самых актуальных тем является проблема облавы или охоты на будущих солдат, которая 2 сезона в году находится в заголовках новостей. В связи с этим в апреле 2021 года журналист Раджапи Мирзо и другие активисты гражданского общества призвали спикера Верхней палаты парламента Рустама Эмомали и руководителя аппарата президента положить конец этому явлению. По прошествии порядка 20 дней аппарат президента Таджикистана принял их жалобу и направил ее в Минобороны, МВД и Генеральную прокуратуру для рассмотрения, однако на эту жалобу до сих пор не было ответа от спикера Маджлиси Милли. Обращение номер 4. Дело Маноры. Еще одно обращение, на которое до сих пор не ответил Рустам Эмомали, связано с иском отца Маноры Абдуфатох, чье тело с 26 ножевыми ранениями было обнаружено в июне 2021 года в Файзабадском районе. В обращении мэру города Душанбе было призвано оказать содействие в обеспечении справедливости и гарантировании неприкосновенности жизни, достоинства и чести человека в стране. Уже несколько месяцев нет ответа, а ведь люди так надеялись на помощь Рустама Эмомали. И обращение номер 5. Наверное, самое актуальное для каждого из нас – это проблема столичного транспорта. В конце ноября 2021 года, после повышения стоимости проезда в общественном транспорте Душанбе, активисты гражданского общества обратились к Рустаму Эмомали с просьбой разрешить школьникам бесплатно пользоваться общественным транспортом. В нем говорится, что после повышения проезда на общественном транспорте многие дети из-за бедности бросили школу. Они также попросили Рустама рассмотреть возможность предоставить школьникам 50% годовую скидку на проезд в общественном транспорте, а также поручить водителям впредь не выгонять из автобуса несовершеннолетних без билетов. Они обосновали свое обращение тем, что для многих бедных семей с 2 и более детьми стоимость проезда в общественном транспорте весьма высока. И этот призыв гражданского общества также остался без ответа Рустама Эмомали. Как вы думаете, почему на некоторые обращения он отвечает, а на некоторые нет? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!